Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите «Летний эфир». И с вами я, Дарья Анкехова. Практически с самого начала своего существования человечество всегда задумывалось о том, как максимально можно облегчить свой труд. И придумывали различные механизмы. И на дворе сегодня 21 век. Век с появлением интернета, искусственного интеллекта, андроидов и нанотехнологий. И такая наука, как робототехника, сегодня по праву может называться наукой будущего. Именно о ней сегодня мы и поговорим. И в нашей студии сегодня находятся гости. И гости не только с нашего города Якутска, а также гости, которые приехали с далекого Сеула. И сегодня мы поговорим с вами о такой замечательной науке, как робототехника. Давайте познакомимся. Ближе ко мне находится Василий Максимов. Василий Максимов является директором Малой компьютерной академии Северо-Восточного федерального университета. Рядом с ним находится помощница Лика Степанова. Сегодня она у нас в качестве переводчика. Также мы сегодня приветствуем учителя Сеульской технической школы Им Хён Бин, также учительница Сеульской школы робототехники Ли Ми Э. И слева от меня находятся старшеклассники Сеульской школы робототехники. Это Чонг Чу Хёнг и Ха Чи Пёнг. Здравствуйте! Ну, Василий, вы, наверное, знаете робототехники в нашей республике, наверное, практически все. Ведь вы являлись основателем, а также сейчас директором Малой компьютерной академии. Там, где развивается робототехника вовсю. Вот как давно появилась ваша школа и чем вы занимаетесь на сегодняшний день? Малая компьютерная академия появилась в 2011 году. В июне мы начали работать. Цель первоначально была такая, чтобы студентам дать возможность поработать с детьми по новым современным технологиям. И благодаря поддержке ректора университета Евгении Саяны Михайловой, вот в июне мы создались, и первым мероприятием, которое мы провели, это была международная летняя школа IT-робототехники, и сразу же к нам приехали наши коллеги из Сеула. То есть с коллегами из Сеула вы сотрудничаете уже на протяжении многих лет? 7-й раз в этом году проводим. Почему именно Сеул? Корея считается очень такой передовой, может быть, даже одной из самых передовых стран в области разработки, создания и использования роботов. А вот скажи, пожалуйста, Василий, для многих, наверное, телезрителей понятие робототехники, это наверное, только от слова робот, да? Каждый, конечно, понимает по-своему, да? Да, то есть это просто робот, а на самом деле ведь это достаточно серьезная наука, которая включает в себя несколько направлений и программирование, да, и так далее. Вот расскажите совершенно для тех людей, кто не знает, что такое робототехника, что же это такое? Мы занимаемся образовательной робототехникой, учим детей, поэтому у нас свое понимание робототехники. Под роботом мы понимаем техническое устройство, которое под управлением программы выполняет какие-то действия, какие-то движения, подобно тому, как это делает человек или какие-то живые существа. Можно так коротко. Понятно, что робота надо сделать, собрать, запрограммировать и так далее, поэтому здесь используются знания и из инженерии, мехатроники, электроники, программирования и даже математики. А с какого возраста ребята могут заниматься на ваших занятиях? Здесь наборов всяких полно для самого разного возраста. В принципе, со старшего дошкольного возраста можно уже заниматься роботами, в том смысле, что можно собрать из готового набора и даже запрограммировать его. Хотя бы иметь представление, ребята могут уже именно... И, в принципе, робототехника не только для тех, кто хочет стать робототехником. Да? Это введение в инженерной специальности, техническое творчество, групповая работа. И поэтому некоторые считают, что робототехника – это как бы новая педагогическая технология, которая позволяет ребят приобщить именно естественно-научным и техническим дисциплинам. То есть это достаточно серьезная наука, и заняться ей можно в любом возрасте. В детском возрасте это более так для общего где-то серьезно, а где-то для того, чтобы мотивировать, заинтересовать детей. Василий, вы сказали, что вы сотрудничаете именно с коллегами из Сеула уже на протяжении многих лет. И давайте, наверное, перейдем непосредственно уже к ним. Да? Добрый вечер, во-первых, здравствуйте, добрый день. И мы приветствуем вас на нашем эфире. И, конечно же, добро пожаловать к нам в Якутию. 방송국에 오신 걸 환영하고 우리 한국에 오신 걸도 환영합니다. Я знаю, что у нас учитель Сеульской технической школы у нас уже в 7-й раз. Какова цель его приезда? Вообще 7 раз подряд он приезжает к нам. С какой целью основной он приезжает к нам?
республику? 이만민 선생님은 여기 벌써 7번째로 오셨잖아요. 그래서 오시는 목적이라든지 그런 걸 좀 말씀해 주시면 좋겠어요. 저희 학교에서 2011년부터 옆에 계시는 북동연방대학의 마키모토 교수님하고 국제교육협력 프로젝트를 APEC 국제협력원의 지원으로 추진을 하고 있습니다. Старшая техническая школа Сеула уже с 2011 года сотрудничает вместе с профессором Максимовым, и они приезжают сюда уже 7й раз. 이번 프로그램을 통해서 우리 학생들과 러시아 사학 학생들이 서로가 가진 지식과 경험을 서로 공유하는 값진 기회가 되기 위해서 찾아왔습니다. Благодаря программе, которая у них сейчас действует, студенты, которые учатся у них, и школьники у нас могут обменяться опытом, узнать больше о робототехнике и о других технических специальностях. Сколько ребят сегодня приехало к нам из Сеула? 몇 명이 왔어요, 한국에서? 서울고등학교에서 학생 13명, 선생님 4분, 옆에 있는 서울로봇고등학교에서 학생 14명, 선생님 6분, 전부 33명이 왔습니다. В общей сложности приехали 37 человек, 6 учителей и 33 человека, 6 учителей и 27 детей, и 14 детей приехали из высшей школы робототехники, и 13 детей приехали из Сеульской технической школы. Ну и тогда, по-моему, наверное, Лимие расскажет, наверное, о своих ребятах, насколько популярна робототехника в Сеуле, раз у них даже есть специальные школы, да, и дети увлекаются, вот насколько популярна у них такая наука? 네, 이미 선생님께서 한국에서 로봇이 어떻게 발전하고 있는지, 그리고 로봇 고등학교에 대해서도 조금 말씀해 주시면 좋겠습니다. 네, 한국은 이미 산업 현장에서는 이미 로봇이 많이 상용화되어 있습니다. 예를 들면 반도체 공장이라든가 자동차 공장에서는 거의 다 로봇이 다 쓰이고요. 네. Сейчас скорее уже во всех заводах используются автоматизированные роботы. 병원에서도 대형 병원에서는 약국도 로봇이 짓기도 하고, 그다음에 가정에서도 청소용 로봇이 많이 쓰이고 있습니다. И, например, в домашних условиях у них уже используются роботы, которые убирают, и также в больницах работают роботы, которые следят за лекарством для пациентов. То есть там роботы уже практически везде. 지금 한국 전체적으로 발전돼 있어요. 네, 많이 발전돼 있습니다. Очень сильно развито. А среди школьников у вас это входит как в общеобразовательную программу или это все-таки больше как досуг? 지금 그 로봇 고등학교에 대해서도 조금 소개해 주시면 그래서 좋겠어요. 저희 나라에서는 4차 산업혁명에 대비하기 위해서 국가적으로 로봇을 좀 더 육성시키는 그런 방안으로 로봇 마이스터 고등학교를 세웠습니다. Сейчас уже начинает 4-я научная революция, и для того, чтобы соответствовать всему миру, правительство Южной Кореи специально создало школу именно по робототехнике. 그래서 저희 학교 학생들은 입학할 때부터 졸업할 때까지 계속 로봇에 대해서 배우고, 그다음에 졸업 후에도 로봇 관련된 산업체에 취업을 하게 됩니다. И школьники, которые оканчивают эту школу, с самого зачисления до конца изучают только робототехнику, и в конце они также, после завершения учебы, они также занимаются именно в области робототехники. 그리고 등록금도 면제고, 그다음에 여러 가지 학교에서 혜택을 많이 주고 있습니다. И у них большая поддержка государства, поэтому есть и стипендии и так далее. Ну, отсюда возникает вопрос к Василию. Вот мы видим, как Корея развивает, да, вот эту науку и поддерживает, и создает определенные школы. А поддерживает ли вас именно наше правительство, помимо университета? Планируется ли в ближайшее время открытие, возможно, практически аналогичной школы? И вообще, насколько актуальна эта наука сейчас? И сколько ребят у вас? Сколько ребят у вас сейчас В занимается? принципе, конечно, по всей России очень серьезно поддерживают это направление. Элементы робототехники внедряют предмет технология, например. Да. В республике есть координационный совет при Министерстве образования и науки республики, который координирует действия разных учреждений в области образовательной робототехники. Но работа ведется. А создание специализированной школы, ну, не знаю, вряд ли, наверное. Ну, это, может быть, где-то в глубине, да, может быть, мечта. где-то когда-то что-то А будет. сколько примерно ребят сейчас занимается в вашей школе? Ну, мы вообще по республике, если так посмотреть, наверное, порядка 2,5, ну, оценочно, 2,5-3 тысяч детей, наверное, занимается.
Мы последние год-два мы больше занимаемся с маленькими детьми, поскольку среднее звено, старшее звено, они занимаются в своих школах, в различных центрах. Ну и кроме того, отдельных ребят мы готовим к соревнованиям. Я знаю, что вы выезжаете очень часто на различные соревнования и показываете неплохие результаты. Ну, как сказать, вот в 2014-2015 году, да, были хорошие результаты. В 2015 году где-то 7-8 призовых мест заняли наши дети, когда шел всероссийский самый большой фестиваль «Арабофест». Вот. Ну, после этого как-то немножко результаты стали хуже. Вот. Но в этом году команда Малой компьютерной академии, они стали абсолютным победителем новых соревнований «Автонет». Это как бы имитация беспилотных автомобилей. Ну, отдельный успех есть. Ну, причина, наверное, в том, что все-таки не все занимаются системно. Вот. Соревнование будет за месяц, ну, в лучшем случае за пару недель начинает готовиться. Поэтому есть над чем поработать нашим учителям, педагогам, дополнительное образование, чтобы все это было системно. Отлично. Ну что ж, у нас сейчас впереди совсем скоро небольшая короткая рекламная пауза. Вот 3 причины, почему робототехника должна быть вообще интересна человеку. Вот 3 причины, на ваш взгляд. Ну, во-первых, это, наверное, возможность совместной групповой творческой деятельности. Хорошо. Так. Дальше. Во-вторых, это, возможно, овладение начальными навыками будущего, профессии будущего, вот робототехника, например. Ну, в-третьих, это приятное времяпровождение, полезное. Приятное времяпрепровождение. Это, наверное, то, с чего вы начинаете вообще прививать интерес, да, у детей? Да, потому что у нас в летнем лагере не только они изучают чисто робототехнику, у нас параллельно проводятся различные мероприятия, значит, даже концерты ставят. И самое главное, мы организуем проектную работу. Сейчас они будут делать в эти дни проект, как нам использовать опыт Кореи по робототехнике в условиях нашей республики. Ну что ж, это очень интересная тема, мы обязательно поговорим о ней через небольшую короткую рекламную паузу. Дорогие телезрители, не переключайтесь, оставайтесь с нами, потому что тема сегодня очень интересная – робототехника, наука будущего. Ну что ж, мы продолжаем наш летний эфир, и сегодня в нашей студии мы поговорим с вами о такой науке, как робототехника. И до ухода на рекламу я познакомила наших телезрителей с нашими гостями. И хотелось бы напомнить, что у нас сегодня в студии Василий Максимов, директор Малой компьютерной академии Северо-Восточного федерального университета, а также делегация, которая прибыла к нам из Сеула. Ведь у нас буквально на днях открылся лагерь. Лагерь, который Летняя школа. Школа. Летняя Летняя школа для ребят, которые занимаются робототехникой. И, Василий, расскажите примерно, каковы направления деятельности. Ну, мы чуть-чуть затронули уже этого, да, этой школы. И как вообще, сколько дней оно будет длиться, и каково участие ребят непосредственно, вот, которые сидят рядом со мной? Ну, летняя школа длится 8 дней. С 12 по 15 число ребята у нас занимались чисто программированием. Младшенькие изучали язык программирования Scratch, старший язык Python. И все они учились делать презентации, немножко от фотошопе работали. Вот в этом направлении они интенсивно поработали. Кстати, те, которые очень хорошо в Scratch поработали, различные мультики и прочее сделали, мы там наградили. И с 15 числа к нам присоединились наши корейские коллеги. И сейчас у нас полдня ребята будут заниматься робототехникой. Учителя из этих 2 корейских школ ведут занятия, а корейские наши школьники помогают своим учителям вести занятия. А другая половина дня смешанные команды корейских и якутских школьников будут делать проекты. Младшенькие будут придумать вообще, где можно применять роботов просто так. А постаршие дети будут, придумать свою компанию, которая будет заниматься не только роботами, но и дронами, программированием, высокими технологиями в условиях республики, используя опыт Кореи. И при этом они должны и маркетинговый план немножко сделать, и финансовый анализ немножко сделать. Ну, так, на полном достаточно серьезе. серьезная такой научная работа, да? Дело в том, что сейчас проектная деятельность очень развита, и в подавляющем большинстве случаев дети собирают информацию, делают презентации, и это называют проектной деятельностью. Да, это тоже какие-то элементы есть, а мы хотим, чтобы
дети делали проекты, ну, похожие на настоящие, чтобы они не просто простые пустые фантазии, но они реально посчитывали свои возможности, возможности рынка и так далее. То есть это очень, вы такой прям Интенсивно. серьезный, достаточно Интенсивно. серьезная такая работа. И вот ребята у меня рядом с нами, это Чон Чу Хёнг и Ха Чи Пёнг. Здравствуйте. 네, 안녕하세요. Ребята, 인사해주세요. как давно вы занимаетесь робототехникой? 네, 로봇을 얼마 동안 공부했는지 물어보세요. 네, 저는 현재 서울 로봇고등학교 2학년에 재학 중이며 로봇을 2년째 배우고 있습니다. Я сейчас учусь во втором классе Сеульской технической школы и изучаю робототехнику уже второй год. Второй год. А почему ты решил увлечься именно робототехникой? Где ты про нее узнал и чем тебе она понравилась? 왜 로봇 분야를 선택했는지. 그 이유는 이제 앞으로 로봇 산업이 촉망받는 산업이기도 하고 이제 제가 로봇을 설계한 대로 이제 로봇이 작동하기 때문에 그쪽에서 매력을 느껴서 이 진로를 선택하게 되었고 로봇을 배우고 있습니다. Он изучает робототехнику, потому что сейчас очень сильно развивается именно эта отрасль, и в будущем это станет профессией будущего. Мгм. А вот у девочки, как давно она занимается? И где? 같은 질문인데 얼마 동안 배웠어요? 그리고 왜 배우기 시작했어요? 서울고 고등학교 2학년에 다니고 있고요. 1년 반 동안 제 전공인 컴퓨터 그래픽을 배우고 있습니다. Я являюсь студенткой второго класса высшей технической школы, и у нее специализация компьютерная графика. Компьютерная графика. А вот у ребят рядом с ними находятся вот такие какие-то роботы, да? Могут они немножечко рассказать, что это, кто это создавал и вообще в чем процесс весь, в чем фишка процесса вот сборки именно вот таких работ? 네, 지금 여기 있는 로봇을 어떻게 사용하는지, 어떻게 조정을 할 수 있는지 조금 보여줬으면 좋겠대요. Пусть рассказывают. 네, 조금 얘기해 주세요. 이 로봇은 일단 이 집게와 그리고 여기에 사람의 관절을 모티브로 한 그런 기계를 이용해서 이 지우개를 이쪽으로 옮기는 그런 작동을 하는 것입니다. Это робот, получается, конструктор, который используется часто в различных заводах. Он берет вещи с одной стороны и их кладет в другую. И может это делать бесконечно много раз, что, например, не подвластно человеку. А она может продемонстрировать? 네, 지금 보여주세요. 어떻게. Вот наши дети будут такую штуку собирать с нуля, полностью собирать и вот, настраивать, чтобы понять основные принципы роботов-манипуляторов. А насколько вообще сложен этот процесс? И на какой возраст это? В каком возрасте дети уже могут собрать Ну, вот такой? не спросить. В каком возрасте можно собрать этот механизм и насколько сложно это? 이런 로봇을 만드는 것이 어려워요. 그리고 몇 살부터 그런 거를 시작하면 돼요? 저는 로봇을 이렇게 만들기 시작한 거는 얼마 되지 않았어요. 한 반년 정도 만들기 시작했는데요. 되게 간단한 로봇으로 시작한지라 그렇게 어렵지는 않습니다. У нее специальность компьютерная графика, но она сама изучает робототехнику дополнительно и изучает примерно полгода. Но они начинают с обычных роботов и до сложных уже идут. А вот продемонстрировать второй робот? 네, 두 번째 로봇도 보여주세요. 어떻게? 이 로봇은 호비스라는 로봇 키트를 이용해서 만든 4바퀴 주행 로봇인데요. Этот робот называется Ховис, и он как человек двигается. Как человек без двигается. электротехники. 현재는 지금 로봇이 미로에서 장애물을 보고 미로를 통과하는 그 프로그램이 지금 입력되어 있는 거예요. Сейчас у нее запрограммирована программа по преодолению лабиринта. Как
передарить. Ну, то есть здесь мы сейчас фактически это продемонстрировать не сможем. 지금 보여줄 수 있나요? Или что-то можно? 조금이라도. Вот он увидел преграду и поворачивает. Ага. Очень интересный процесс. Мне кажется, мы можем здесь Ну, часами это сидеть. у Да? нас курсы для начинающих. Вот самые простые роботы, это как бы роботы-тележки. Но на этом конструкторе Ховис шагающие роботы тоже можно собрать. Очень много моделей можно собрать из этого конструктора. Наша школа, она предназначена для начинающих. Вот у меня возникает вопрос. Если у наши телезрители сейчас, посмотрев этот эфир, решат отдать своего ребенка к вам, куда можно обратиться, как вас найти? И вообще, есть ли какие-то ограничения? Ну, если ребенок не усидчив, к примеру, и, возможно, ему, может быть, не дано вот сидеть и вот кропотливо работать и заниматься. Возможно это? Ну, в Малой компьютерной академии мы берем всех. И непосед, и спокойных, и все как-то спокойно, нормально занимаются. Вот наша летняя школа сейчас, конечно, прием закончен, ребята обучаются, но вот где-то с 28 июля у нас будет еще одна школа по дронам. Приедут 19 человек из Кореи, в том числе чемпионы, призеры корейских соревнований по дронам. И у нас будет трехдневная школа, туда могут подойти. А так, в Малую компьютерную академию надо обращаться к нам в сентябре, когда мы объявим новые курсы. То есть возможность попасть к вам есть? Да, конечно. Конечно. А с какого возраста? Старшие дошкольники, начиная со старших дошкольников. Хорошо, На все спасибо. возрасты. А помимо, вот у нас время подходит к концу нашего эфира, хотелось бы спросить, вот наши уважаемые гости Северной Кореи уже побывали в различных культурных местах нашей республики. Вот где они побывали и что больше всего их впечатлило? 네, 지금 여기 오셨는데 가장 기억에 남는 곳이고 그리고 잊을래야 될 수 없는 추억이라 될 수 있는 것이 있으면 말씀해 주시죠. 저희가 어제 여기 도착했을 때 학생들이 굉장히 밝은 모습으로 웃으면서 맞아주었고 또 이렇게 열린 마음으로 그 로봇을 같이 배우고자 하는 게 보였습니다. 굉장히 그게 감명 깊었습니다. Когда они только приехали, все здешние школьники и учителя очень радостно их приветствовали, поэтому и они очень обрадовались такими теплыми приемами. 한영식을 할 때 학생들이 그 쿠무스하고 여기 사와 전통 빵을 준비해 줬는데 그런 문화적 체험도 할 수 있어서 많이 좋았습니다. И когда они их приветствовали, они предложили им оладьи, наше национальное блюдо, и кумыс. Они сказали, что было очень вкусно, и они могли почувствовать настоящую якутскую культуру. То есть кухню они уже попробовали? Кухню попробовали. А я знаю, что буквально вчера они были на Булусе. Каковы впечатления вот у учителя? 네, 어제 그 예외 체험에서도 저희가 어제 체험 활동의 일환으로 블루스 빙하를 갔다 왔는데요. 외기 온도가 한 25도 이상인데 빙하가 녹지 않고 계속해서 있었기 때문에 그런 거는 한국에서는 상상할 수 없는 광경이거든요. 그래서 정말 좋은 값진 경험을 한 것 같습니다. Вчера, когда они поехали на Булус, температура была около плюс 25 градусов, но ледник оставался и не таял, поэтому для них такое невозможно представить невозможно представить в Корее, поэтому для них это будет незабываемый опыт. Ну что ж, спасибо большое, дорогие гости. Я надеюсь, вы к нам приехали, кто-то из вас впервые, но не последний раз. А для тех, кто у нас был уже 7 раз, мы надеемся вновь на встречу с вами. Но на этом время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Дорогие телезрители, увлекайтесь различными хобби. И одно из них, возможно, это робототехника. Ну что ж, на этом время подходит к концу. Мы увидимся с вами в это же время, в этом же месте. До новых встреч!